Всем привет, дорогие друзья! Это программа «Живой разговор». Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у меня в гостях Ролан Оржак. Поговорим о кино. Здравствуйте, Ролан! Привет! Ролан Оржак, кинорежиссер. После окончания университета Ролан работал в корейской компании электроники менеджером по оптовым продажам, а в 24 года на любительскую камеру снял свой первый фильм. Премьера тогда состоялась в кинотеатре Нейрал. В 2012 году показы фильмов Ролана прошли в Москве и Улан-Удэ. В настоящее время на счету режиссера 15 фильмов. В 2019 году команда Ролана сняла мистический детектив «Бордо», который был высоко оценен на одном из международных кинофестивалей в России. А после права на показ выкупили крупные онлайн-сервисы Иви и Кинопоиск. Фильм «Стальные ветра», отснятый в 2021 году, также сейчас активно набирает награды на различных кинофестивалях. В этом выпуске Ролан расскажет подробности съемочного процесса и как изменилось его творчество в последние годы. Ролан, я очень тебе благодарна, что ты нашел время для интервью. Я так понимаю, сейчас у тебя очень загруженный график, идут Да, очень. съемки. Мгм. Я, Расскажи я немного. могу здесь офис показать, там все, бардак жесткий, потому что ребята приходят, там выгружаются, работы закидывают. Ага. Когда ты мне написал, что сейчас идет съемочный процесс, почему-то я подумала, что ты снимаешь новый фильм. А, В процессе, на самом деле, мы новый фильм сняли, вот, сейчас идет монтаж, постпродакшн, вот, и парень, который здесь сидел, кстати, он играет в главных ролях, вот, О, товарищ Айдаш его зовут, вот, сейчас идет процесс постпродакшена, то есть монтаж, и далее будет озвучка, потом будет процесс создания музыкальных композиций, потом саунд оформлений. Вот этот процесс сейчас будет на днях. Короткометражный фильм, где я учусь. Я учусь в школе киноиндустрии имени Бондарчука. Вот, заканчиваю в этом году, и сейчас вот дипломная работа у нас, короткометражный фильм до 15 минут, хронометраж, выпускаем его до конца июля. Вот, и, соответственно, защита диплома у нас будет в августе, получение диплома у нас будет в сентябре. Мы с 2009 года снимали все свадьбы, торжества, и благодаря этому разделяли бюджет на две части. Одна часть уходила к нам лично в карманы, ну, как семью кормить надо, а другая часть уходила на съемочный процесс наших фильмов. И, соответственно, мы всем платили, всем актерам, всем нашим именно производственникам, те, кто участвует в производственном процессе, все они получали у нас гонорары, вот, и все, мы всем выплачивали, оплачивали их труд. Но последний фильм, который мы выпустили, «Стальные ветра», это благодаря Министерству культуры, чему я очень благодарен. Министерство культуры Республики Тыва, они нас поддержали, именно производство фильма «Стальные ветра», который сейчас во многих кинофестивалях занял такие вот призовые места. ага. Смотри, Ролан, в Википедии про тебя написано, что ты родоначальник тувинского кинематографа. Ты сам себя так определяешь или нет? И трудно ли быть первопроходцем вот в этой сфере, в такой маленькой Я, республике? я не знаю, кто-то взял и написал вот так вот. Я вот честно скажу, автора я не знаю. Вот. Насчет того, что как бы родоначальник, я не знаю. Вообще как бы производство кино можно снимать где-то в Африке, можно снимать где-то в Антарктиде, можно снимать где-то там вообще как бы в Японии, там, в любой части Земли. Но кто платит за музыку, скажем, да, вот тот и рулит всем этим делом. Вот. В данном случае, почему, просто у меня такое ощущение, почему этот автор назвал нас родоначальником, потому что мы как бы начали производить свои кинопроекты, вот, и мы платим за все
И если раньше, допустим, фильмы снимались на территории Республики Тыва, это вот Алден-Мадр, или там снимали фильм, допустим, «Люди голубых рек», это все производственный процесс организовывался через другие регионы. Там, допустим, там Свердловская область, тогда называлась Свердловск, да, там это Екатеринбург сейчас, Свердловская киностудия, вот, Ленинградская киностудия там занимались, вот, и это были советские фильмы, или это были с другого региона, вот, именно чисто с Тувы. Такого, конечно, вот, может быть, поэтому автор назвал как бы родоначальником кинопроцесса, который идет в Туве. Вот, и далее, вот фильмы, которые мы выпускали, это чисто наш производственный продукт, который мы выпускали, пишем сценарий, находим актеров и начинаем снимать, да, там вот. До 2019 года, до фильма «Бордо», я считаю, это не совсем полноценные фильмы, в плане того, что там музыка не наша, честно признаюсь. Если, скажем, разбирать все по полочкам, чисто в авторском плане музыка чужая. Вот. А с 2019 года, когда мы выпускали фильм, допустим, «Бордо», да, там полностью композиционный процесс музыкальный, это наши земляки. Вот. В частности, Чингис Соржу, чему я ему очень благодарен. Он уже поработал с нами в 2 проектах. Это «Бордо» и фильм «Стальные ветра». Кстати, после фильма «Бордо» у нас, мы показывали его в международном кинофестивале в Чебоксарах, очень заинтересовались, на самом деле, музыкальной композиционной частью. Продюсеры, они у нас спрашивали контакты Чингиза, вот мы передали. Надеюсь, когда-нибудь он будет участвовать также и в других таких мегапроектах. Вот. Ну а с нами он, конечно, будет работать, и мы с ним очень приятно сотрудничать. Парень имеет очень колоссальный большой такой опыт в создании музыкальных композиций. И он недавно, кстати, участвовал в НТВ, там то ли «Восходящая звезда» или «Звезда» называется, вот в этом проекте вместе с Менги. Вот они вдвоем там участвовали, и, ну, в общем, хочу сказать, что очень талантливый парень, вот, и очень благодарны, что у нас есть такие люди, которые уже помогают нам в создании музыкальных композиций. Вот. Ну и, соответственно, благодаря его творчеству мы создали фильм «Бордо», где мы его показали, продали кинокомпании ОККО, кинокомпании Иви. Вот они у нас выкупили авторские права, чтобы они транслировались в интернете, в общем. И эти фильмы уже, в частности, «Бордо» получил приз за лучший сценарий и лучший фильм, ну, по мнению жюри прессы, там, в международных кинофестивалях. Вот, и также фильм «Стальные ветра», вот, заняли тоже, получили приз за лучшую режиссуру в международном кинофестивале «Восток и Запад. Классика и авангард». Это в городе Оренбурге проходил. Это в десятку лучших кинофестивалей в России входят вот эти 2 чебоксарские международные кинофестиваля, русский кинофестиваль. Вот, в Чебоксарах мы получили приз «Лучший фильм». За лучший фильм по мнению жюри прессы, по-моему. Ну, в общем, я запутался в этих наградах. В общем, да. Я так понимаю, наград у тебя очень много. Ну, то есть вы с этих 2 фильмов. куда-то... Да. И вот смотри. Фильм, сейчас, секундочку, фильм сейчас показывают, вот недавно, 28 числа показали в Татарстане. «Золотая тарелка», по-моему, переводится, «Алтын», как-то называется, вот этот международный кинофестиваль. Мы попали в шорт-лист в 4 номинациях. Это лучший фильм, лучшая режиссура, потом лучший сценарий и лучший актер второго плана. Вот, Ойнурлан. Вот, в этом кинофестивале мы сейчас номинируемся, и 29 числа в июле будут объявлены победители, и с нами параллельно участвует один из учеников тоже очень именитого режиссера. К сожалению, я его имя забыл. Он настолько именит, что ты забыл его имя. Нет. Просто сейчас физически я морально устаю.
от многих наших работ, ну, имеется в виду, сейчас у нас процесс фото-видеоуслуг идет, съемки свадеб, вот, и сам процесс очень много отнимает сил и времени. Вот, обычно у нас как происходит? Целое лето мы снимаем свадьбы, копим денег, какую-то часть потом мы откладываем на производство фильмов, это в августе потом съемки начинаются, и часть сентября забирает, и потом далее уже начинается постпродакшн там в ноябре, в декабре, и выпускаем фильм где-то вот, ну, в январе следующего года. У нас обычно вот так вот всегда жили с 2009 года. Вот когда мы начинали процесс кинопроизводства с моим товарищем Салчак Чечен, мы тогда открыли кинокомпанию «Нирвана», вот, а потом 5 лет где-то поработали и выпустили довольное количество таких фильмов. Но тогда все было в зачаточном состоянии, все только начиналось, процесс такой был непонятный, и с музыкальными композициями у нас все было на самом деле очень тяжело. Поэтому мы реально оценивали ситуацию, что не можем выходить на международную арену, потому что фильмы выходили, еще раз повторяюсь, без авторского права на музыку, вот, а у нас с музыкой были очень большие проблемы тогда. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, в нас мало кто верил в плане тех людей, которые специалисты в своих областях, они подтрунивали над нами, немножко так смеялись, там, ну, вот, Ролан занимается некой формой любительщины, да, там. Вот. Ну, наверное, до сих пор так говорят, но я на это внимание никогда не обращал особо, просто тогда мы просили создать музыкальные композиции для наших песен, ребята, тогда отозвался Октябрь Сая. К сожалению, он ныне покойный наш музыкальный композитор, он тогда отозвался реально, но, к сожалению, ну, человек, сейчас его нету с нами в живых. Вот, поэтому единственный человек, который нас тогда хотел поддержать, и мы с ним начали как-то работать, ну, вот так вот случилось, в общем. Сейчас ситуация более-менее нормализуется, люди, мне кажется, уже более серьезно относятся к этому процессу. И тогда было все какая-то некая форма фантастики. Неужели в Туве производятся фильмы? Смотри, кино, ты, вот лично ты снимаешь, это ради денег или ради славы? Смотрите, на самом деле тогда никто особо так не снимал, никто такими делами так вплотную, как мы, не занимался. Вот. И слава как-то само по себе пришла, да, там слава. А процесс зарабатывания денег, это мы изначально построили такую схему, что будем выпускать сначала коммерческие фильмы, благодаря которым кинопроцесс будет жить. Потому что если мы начали бы с авторских фильмов, то, возможно, может быть, было бы хорошо. Но я всегда верю в процесс самореализации. То есть я не люблю, когда вот ходить попрошайничать, да, там, дайте, пожалуйста, денег. Я люблю быть самодостаточным. То есть мы выпускаем свадьбы, благодаря свадьбам половину я еще раз повторяю, там, отстегиваем на производство кинофильмов, и фильмы должны сами себя окупать, то есть некая форма коммерческой деятельности, да. Но я надеялся на будущее. Я надеялся на то, что когда-нибудь мы начнем производить фильмы, которые будут побеждать на фестивалях. То есть, по крайней мере, мы его с совестью, с честью будем показывать от Республики Тыва. Вот. И это время настало в 2019 году, когда мой товарищ Виталий Анатольевич Петров, ныне продюсер кинокомпании «Улан», и мой очень близкий товарищ, он написал очень... Ну, в общем, он сам изначально писал сценарий, он автор пьес. Недавно, кстати, он получил приз за лучший спектакль «Степь», называется, на основе чего мы сняли фильм «Стальные ветра». Вот, а он в Кукольном театре в одном из фестивалей театрального искусства они заняли первое место, в общем, в Иркутске. Вот, благодаря его пьесе. Ну вот, в общем, в 2019 году он мне предложил, давай вернемся к кинопроизводству. Я тогда жил в Москве, работал руководителем отдела продаж крупной компании.
Вот. Вообще я по профессии, одна из моих профессий – это продажник. Я руководитель отдела продаж был в Москве. Вот. И, в общем, я работал, все было хорошо, все было замечательно, пока спящего дракона внутри меня не разбудил мой друг Петров. Он говорит: Ролан, давай возвращаться к производственному процессу. Я говорю: все уже надоело, Виталий, я уже все от этого далек. И вот реально говорю, что устал опять там делать фильмы, там топтаться на месте, короче, вот это все. Виталий Анатольевич, мой товарищ, он говорит: нет, Ролан, давай возвращайся, тебя ждут здесь, там, давай. Вот так вот, вот так вот. Я ему говорю: нет, давай ты напиши сценарий какой-нибудь интересный и попытаемся его продать, в общем. С ним обсудили, я ему дал, скажем, техническое задание. В фильме должно сыграть 2 человека, 2 персонажа. Один должен быть, там, я не знаю, может быть, следователем, другой пусть будет шаманом. Вот, и они расследуют какое-то убийство там, на какой-то стройке. Это минимальный бюджет, который будет, и мы оплатим там главного персонажа, там, вот этих 2 парней, которые будут играть. Пусть Айдын Батсаган сыграет одну из них там. А далее, там, я не знаю, там, сам придумай что-нибудь. Я говорю, чисто по моему опыту, это самый минимальный бюджет. И если ты сделаешь это, скажем так, такую камерную историю, то, может быть, что-нибудь и получится, короче. Я забил на это дело. Мой товарищ серьезно взялся за него и начал писать, короче. И он написал, история получилась интересная, он мне отправил сценарий, я такой подумал: давай его продадим. Что там, может быть, я не знаю, вот я как-то уже давно не снимал, уже даже такой ярой охоты даже нету снимать. И Виталий говорит: хорошо, давай продай. Я начал звонить по своим связям, там, бурятам позвонил, еще каким-то ребятам позвонил, еще там, таким вот, уже довольно серьезные такие кинокомпании. И одна компания серьезно заинтересовалась этим проектом. Они предложили энную сумму, озвучивать не буду, там, это примерно стоит один автотранспорт. Ага. Предложили за сценарий. Я Виталию позвонил, говорю: Виталий, все, давай продадим. Вот, мне какую-то часть там за продажу я получу, а ты там основную часть, конечно, получишь. Ты как истинный продажник. Да. Ну вот, взял, продал. А он мне говорит, что давай, нет, Ролан, давай сами снимем. Начал говорить, я говорю: Виталий, успокойся, не надо, давай, успокоимся. Вот как раз тебе деньги предлагают, давай возьмем, разделим и будем жить счастливо, короче. Кто что-нибудь еще напиши, еще раз продадим, я тебе буду помогать продавать как менеджер. Он такой: нет, Ролан, давай там в Туве снимать. Я посидел, так подумал. А я работал нормально, у меня все было нормально, короче, там, да, там, работал, в общем, работал как работал. Он такой: нет, давай снимем, там всего лишь 2 актера, я тебе говорю, там вообще там все двери на кинорынок откроются, все дела, вот так вот. Я такой: ну ладно, давай, я тебе последний раз поверю, 1 раз сделаем, если ни черта не получится, я обратно уезжаю в Москву и буду там жить, поживать, до добра наживать, да, там. Приезжаем в Туву, созваниваемся с ребятами, с абаканскими актерами, там Денис Энгель, замечательный актер, сам он из республики Хакасия, Абаканский кинотеатр, ну, в Абакане кинотеатр имени Лермонтова. Вот, один из ведущих актеров, он согласился. Вот, через Виталия Анатольевича, Виталий Петров, у него, ну, хорошо, что такие связи были, он через свои там каналы, он там футболом занимался, а его, ну, в общем, как-то вот так вот вышел на этого актера. Он дал добро, на мое удивление, потому что где-то там в Туве, где-то там у нас там, где уже кино уже особо уже не снимали, вот, до 19-го, вот, когда я перестал снимать где-то в 14-м году, в 14-13 году вот, перестал снимать, уехал в Москву, и до 19-го года никто ничего не снимал. То есть там буквально прошло где-то 5-6 лет, я ждал, что кто-то начнет снимать, короче, кто-то, какой-то сумасшедший найдется, короче, и начнет тоже так же вот, всю эту машину двигать. А там таких людей, по крайней мере, не знаю, потом мы начали снимать, и вот, появился Айдын Кулар, там начал тоже снимать, не знаю, может быть, я приехал, опять началась вот эта движуха, в общем, с Москвы приехал. Да, мы собрали все у наших ребят, там, вот, операторов, там, Беляки Кулара позвали, потом еще, вот, Айдына позвали, отрепетировали, начали репетировать, там, раз за разом, все, машина поехала, начали снимать, потом вот этот процесс весь пошел-поехал, короче. Сценарий мне реально понравился,
Сейчас вот думаю, надо бы по-другому вот это снять, там много чего надо бы по-другому отредактировать, что-то еще сделать. Но вышло как вышло. И снял, отдал Виталику, говорю, вот сам занимайся его продвижением. Я смонтировал, все, как надо сделал. Все остальное, там, ты как продюсер, там, занимайся этим делом. Я ушел, короче. Ушел, начал преподавать в 9 школе, преподавателем английского языка. Сижу, работаю, никому не мешаю. И тут Виталий мне говорит, что попал в какой-то кинофестиваль международный, там, в Чебоксарах. Я такой, ничего себе. Вот. Понравилось, да, класс. Там он победил, потом получили приз за лучший сценарий. Я был очень рад. Потом говорю, Виталий, все, там, вот тебе за сценарий, вот, отвяжись от меня, я про себя думал, вот, отвяжись от меня, возьми свою статуэтку, короче, там, иди пиши фильмы, короче, там, производи свои фильмы, там, где-нибудь там в других городах, там, вот, я буду жить, поживать, там, потому что я реально сняли до этого 13 фильмов, и я устал, на самом деле. В основном фильме мы выходили в ноль. То есть сколько потратили, столько и заработали. И мы как будто положили в банк заработанные деньги и брали их обратно там, после показов, как будто из банка обратно вытаскивали где-то зимой. Вот так вот жили, и мне порядка. Но были и такие проекты, когда мы, это с предыдущим нашим продюсером, моим товарищем Чечен Салчак, мы немножко местами где-то зарабатывали. Но «Стальные ветра», вот Бордо фильм, мы после него заработали. В кинотеатре показали, там, вот в ДНТ показывали, там, в филармонии показывали, еще там по районам некоторым съездили. Потом Иви компания заинтересовалась, там, они выкупили этот фильм. Потом там ТВ-Завр выкупил у нас. Смотрю, что-то немножко какая-то движуха там начинается, и там вроде бы все получилось, да, там. Мы потратили столько, заработали там 3-4 раза больше. Вот. Мне реально это понравилось. Виталий мне обещал, что мы можем заработать. Вот чем он мне позвал тоже из Москвы, что вот, Ролан, можно заработать реально на этом сюжете, там так-то, так-то. Приехали, сняли, показали, и реально получилось. Потом дальше я жил, поживал, тоже никого не трогал, все было замечательно. А потом Виталий говорит, давай еще один фильм снимем. Я говорю, какой фильм? Иди, успокойся, говорю. На этом можно остановиться. Он говорит, нет, давай вот снимать фильм. У меня есть пьеса «Степь» называется. Почитай. Я почитал. Говорю, хорошая история, но это исторический проект, там вообще куча денег нужно. Там. Говорю, кто нам даст деньги? Говорю, вообще, кто нам даст деньги? Потом Виталий такой, нет, давай там... В общем, он на самом деле как профессиональный продюсер действовал. Короче говоря, он еще автор сценария, он написал, пьеса была одна история, добавил некую форму окончания этой истории, и получилось прям такой цельный фильм. Вот. Мне история очень понравилась, прям зашло. Я говорю, давай тут такую хорошую, замечательную историю будет снимать я, там, человек, который там зовут меня никак, там, я никто, и снимать такой серьезный проект, который предлагает Виталий. Я говорю, вот с Министерством культуры поговори, может быть, там они привлекут других людей, там, я не знаю, из других городов, там, профессионалов, у которых есть образование, там, которые там не один фильм сняли. Это реально серьезный проект, говорю, давай, пусть он кто-нибудь другой снимет. Виталий, опять же, очень настойчиво встал и говорит, нет, Ролан, давай будем вместе снимать. Тогда еще уже ковид начался в 2021 году. Все в таком непонятном подвисшем состоянии. А Виталий там с этим сценарием ходит за мной, такой, давай. Такой, ладно. Мы подумали, прикинули, обратились в Министерство культуры. Тогда работал Дар Константинович. Он говорит, ребята, давайте поработаем, потому что уже приближалось столетие Тувы, а там как раз история о начале 20 века, 1919 год, когда формирование Тувинского народной республики только начинались, первые зачатки, да, там, государственности, вот этого всего, и он говорит, к столетию можно это все бабахнуть. Я такой подумал, если поддержите, почему бы и не поработать? И к нашему удивлению, нас поддержали. Поддержали не просто морально, ну и, скажем, финансово. Да, там.
вот вам, ребята, деньги, идите, делайте, что хотите, короче. Взяли там, театр нас поддержал, там, ну, министерство там, конечно, поддержало, все вот это, вся система начала работать, вот эта культура, Министерство культуры. И была такая ситуация, мы в 2021 году, везде ковид, там, люди там, честно говоря, умирали, да, там была страшная ситуация, вот, и даже там мы все-таки решили снять фильм, вот. Все делали тайно, все собирались втихую, там человек 30 производственный процесс, 30 это повара, это водители, это рабочие, это вот эти, в общем, ребята, которые коневоды, много-много людей работали за экраном, хотя в экране всего лишь 2 человека, да, там стоят, ну, там гримеры, там, в общем, продюсер, там, режиссер, еще много-много народу там было. Все выехали. Ковид, представляете, да, там вообще все мрачно было, все кругом, все запреты, короче, но мы втихую, все тайком уехали, короче, все в степь, и там жили. Вот, жили 2 недели, 2-3 недели, и там была такая ситуация, что наш оператор начал чихать, кашлять, вообще прям жестко начал кашлять, все такие, все, мы умрем. Короче говоря, страх такой был жесткий, короче, страх. И наш главный герой Денис такой говорит: ребята, у меня там какие-то болячки есть, там, от которого, может, там, я не знаю, я, может быть, там, я могу умереть от ковида, короче. Да? Начал говорить, и мы такие все ужаснулись, елки-палки, что делать, короче. Но мы все приехали туда, начался вот этот процесс. Парень начал кашлять, парень начал чихать, реально, там, каждый день, там, вообще по вечерам, и все мы друг на друга такие смотрим, вот, реально, сейчас, наверное, второй начнет чихать, там, кашлять. Вот это вся, в общем, напряженная ситуация началась, и мы всем запретили оттуда выезжать вообще, от слова совсем. Все на ковид проверялись, все на отсутствие ковида проверились, все были чисты, все было нормально. Приезжаем, и вот такое началось, короче. У нас только один повар, не повар, а водитель выезжал в город за продуктами. Вот он выезжал, заезжал, продукт заносил и уезжал, в общем. Вот так вот жили. Но он там тоже с нами жил, потому что на всякий случай, если, не дай бог, что-то там случалось, если что-то случится, мы забирали, должны были в город отправить кого-то, в общем. И, в общем, вот так вот происходил процесс. И наконец-то мы сняли фильм. Страх и риск такой, знаете, вот. Потом, вот момент такой был, когда Денис мне сказал, что у меня вот такие болячки, там, могу вообще вот как бы здоровье умереть? Окончательно, умереть, да. Я ему говорю: Денис, давай сделаем так, если умирать, то, наверное, в процессе. Ну, давай, Денис, так. Денис такой думает, все-таки мы творческие люди. Если с нами что-то случится, там, с кем-то из нас, давай это пусть мы в дороге творческой работы, как герои, короче. Он такой подумал, ну ладно, давай, Ролан. Вот так реально он согласился. И там, это я вам сейчас говорю, уже по прошествии какого-то времени. Это сейчас кажется таким смешным, забавным, да? А тогда все по-серьезному. Все было серьезно, и все было не до шуток. Потому что, смотрите, вот такая ситуация была, там, кто-то раз умер, второй умер, третий умер, знакомые начали умирать. Такая тяжелая ситуация была, да, там, реально. И такой момент был, мы на вторую роль, первую роль, конечно, Денису дали, вот, именно Степан, актер, красноармеец, а на вторую роль мы пробовали 5 человек. Первый заболел ковидом, ушел, хотя мы ему сценарий все дали, он начал репетировать, там читка, все было. Первый Айдын. Айдын, это не ковид, он уехал по семейным обстоятельствам в другой город, Краснодар. Вот, поэтому он не участвует в этом проекте. Второй заболел ковидом, вот, или он отболел, или что-то такое было. Потом третий, у него супруга заболела, короче, он говорит: я не могу, когда моя супруга болеет, там, хотя он взял сценарий, начал репетировать, там процесс пошел, пошла, поехал. Но он сказал, что супруга заболела, и он не может, короче, выходить. Был еще 4-й актер был, который после ковида пришел, сначала дал добро, начали репетировать,
А потом мы заметили, что он физически очень быстро устает. То есть, и он сам говорит: Ролан, вот я не могу, у меня физически такое недомогание жесткое, и там пару метров ходит, там устает. Мы сказали, что в степь надо выезжать, понимаете, там это, вся процедура, там не 1 километр надо будет ходить пешком, в самом тоже, чтобы машины были подальше, надо было ходить. И поэтому тоже на самом деле он был прав, что у него здоровье не позволило у этого актера. Ну вот, потом у них, у всех были такие прически. КЖГ называется, да, по-тувински, это вот, ну, косичка, да? Там. Да. Раньше наши земляки все носили косички, в те времена это как, ну, не знаю, наверное, считалось красиво. Вот, и эти парни, которым мы давали вот это, они как бы сценарий давали, у них у всех были косички, и они все были профессиональные актеры. А потом я давно думал о Юне Орлане, но у него не было косички. Потом мы долго думали, как бы решить этот вопрос. Вот актер, который, возможно, даст добро с косичками. Потом мне сказали, что в театре есть шапка, и там, косичку можно там привязать. Ага. И я тогда понял, что Юна Орлана можно позвать. Я Юна Орлану позвонил, а Юна Орлан с радостью согласился, потому что там месяцами сидел дома, там ничего не делал, а тут ему предлагают прям целый съездить в степь. Вот. Он обрадовался, приехали, он прям сразу приехал. У нас через 2 дня съемки, мы ему даем сценарий, вот, Орлан, давай, читай, учи и давай вперед с песней. Парень пошел, актер взял сценарий, пошел, подучил, там, подчитал. На следующий день мы сделали полную читку фильма несколько раз, отрепетировали, потом выезжаем на природу и там начинаем снимать. И все, тогда, получается, у нас все в составе, мы все выехали, и там все пошло-поехало. Все сначала радовались, такие все там, наконец-то все на свободе, там от ковида, там где-то там в полях, работаем, снимаем. Постепенно начали уставать, короче. Там. Никому мы отдыха не давали, потому что было запрещено вообще выезжать в город. Если отдыхали только в степи, где-то сидели там. Вот. И процесс пошел-поехал, работа шла, все очень шло. Я вам описывал вот эту всю атмосферу, которая там создавалась. В конце все уставали, жестко прям устали. Там говорили: Ролан, все, давай, пожалуйста, мы уйдем домой, хотим-то все уже. Ну, обычно, когда кино снимаешь, там вначале все с энтузиазмом начинают, потом в конце все начинают напрягаться, короче, там, устают все, это все понятно. Ну, мы, скажем, добили этот фильм в 3 разных локациях, снимали у Ильинки, там вот это поле было замечательное такое. Очень долго искали локацию, на самом деле. Вот, нашли у Ильинки. 2 локация у нас, это недалеко от села Победа. Ну и 3 локация, это локация староверов. Нам нужна была местность старовера, где жили, да, там реально жили староверы. И мы нашли такую локацию. Мы многие места там перешерстили, и некоторые староверы, настоящие староверы, нас не впустили на территорию съемок. Наверное, считают, что мы какие-то там такие люди с камерами ходим там у них на территории, там побоялись, короче говоря. И нас взяли, мы поехали в село в Эскемском Кожуне, Куран, село Куран, там недалеко опушка леса. Там раньше жили староверы. Избушки где-то 5-6 избушек, они все брошенные. Но атмосфера такая прям замечательно осталась. И последний старовер, который жил, это участник Второй мировой войны, там говорят, он жил и где-то умер где-то в 60-х, 70-х годах. И у него дом также остался, в общем. Внутри все убрано. Там вот это все сетки, там рыболовецкие, все прям так же и осталось. Мы все это взяли, вытащили у него из кладовки, повесили, где нам надо, там для ракурса, для съемок. Там было все прям замечательно. И это все натуральное, староверческое, скажем так, все снасти, это все, короче. Вот, мы потом поговорили, опять же, с актрисами из Абакана, Хакасии, Хакасского театра, Валю. Она должна была сыграть староверку. Внешне она была такая очень гламурная, на самом деле. Прям пышная, красивая, такая вся, прям вообще очень красивая девушка. Я только смотрю, думаю, Виталий позвал ее. Говорю, только слушай. Славянская, да? Славянская внешность. Русская, да. Русская девушка. Славянка, да.
Потом я говорю, она подходит? Нет, вообще, смотрю, слишком гламурная, короче. Такая девушка, она такая, вот эта одежда подойдет. Я говорю, да, одевайте, посмотрим. Она макияж все сняла, одевается, и смотрю, прям вообще настоящая староверка, короче, говор. У тебя есть, сможешь сделать такой говор, говорю, где гокает, гакает, там. Она говорит, попробуй. И сыграла, и реально у нее так получилось. В общем, картина была вот так вот, снимали, потом были некие формы пересъемок в Абакане снимали, потому что вот эти казаки, это тоже опять же из актера Хакасского театра. Мы снимали в Абакане с ними. Вот эпизод, где в лесу ловят красноармейца Степана. Вот, одна съемка была в Абакане. Все остальное у нас на территории республики. Вот, гримеры с кукольного театра работали, тоже с нами выезжали, гримеры, там, осветители, там, короче говоря, весь этот, все наши ребята, там, короче говоря, была большая классная работа. Ролан, скажи, пожалуйста, а чем фестивальное кино отличается от массового кино, на твой взгляд? Смотрите, коммерческое кино, оно изначально рассчитано на публику, где можно будет заинтересовать людей, где-то смешно, где-то там. В общем, действует по стандартам драматургии. Да, там, начало истории, там, середина истории, там, потом кульминация, конец. Это все с таким расчетом, скажем, чтобы людей либо рассмешить, либо, скажем, я не знаю, там, боевики, экшены, эти все жанры, которые затрагиваются коммерческие, они там задействованы так, чтобы заинтересовать массового зрителя, да, там, чтобы каждый человек было смешно, либо страшно, либо там, не знаю, захватывающее в плане там экшн-сцен, да, там, либо такая любовь там красивая показать. Все это связано с массовым количеством зрителей, чтобы большинство людям понравилось. Авторское кино – это такой фильм, где автор хочет раскрыть какой-то вопрос или какую-то проблему, или какую-то социальную такую ситуацию, или какой-то там исторический там эпизод, или какое-то явление, социальное явление, да, там, показать его с его точки зрения, то есть с той точки зрения, которая ранее не рассматривалась. И, скажем, задать вопрос с другой стороны. Вот. Это авторское кино и его видение, да, там, автора, его внутренний мир, который он переживает, хочет раскрыть какую-то тематику. И это не обязательно там какие-то приемы, связанные там с этих популярных жанров, да, там. Это что-то свое. И, допустим, наш фильм, он в какой-то части это коммерческий фильм, в какой-то части это авторское кино. Вот, поэтому, когда мы показываем этот фильм, там, допустим, где-то в других районах, да, там, ребята, когда смотрели, там, 8 там, класса, 10, фильм от 14, по-моему, лет, да, вот 10, 11 класс, да, вот эти старшие классы, мне показалось, что не знаю, как они будут реагировать, я на них смотрел, это скорее авторское кино, как я оценивал. Но когда вот ребята посмотрели, такая молодежь, которые привыкли к попкорновским фильмам, комиксам привыкли к таким комедиям, боевикам, я за ними наблюдал. Герои разговаривали там в течение 30 минут разговора, эти все шли, они внимательно слушали, где-то смеялись, где-то огорчались, где-то вот это все. Для них было очень интересно. Я потом понял, что это может быть и коммерческое кино. Людям, не знаю, как-то вот заходит, интересным образом заходит, людям нравится. И авторское кино, на мой взгляд, это раскрытие какого-то вопроса с какой-то точки зрения, которую видит сам автор. Вот. Это не обязательно, чтобы было... Это может быть и боевики, кстати. Это могут быть и ужастики. Это может быть и триллер. Но с позиции самого автора. И у них находятся те зрители, которые и любят смотреть такое кино, где люди задумываются, где не такой прямой смысл, а какой-то вот такой смысл, где там очень много таких режиссеров.
Вот. А ты считаешь себя режиссером фестивального кино все-таки больше или массового? И так, и так. И так, и так. Да, я могу Мгм. отличить, допустим, если мне дают сценарий, могу отличить это коммерческое кино или авторское кино. Вот. Мгм. Мгм. Стараюсь в дальнейшем, если проектом будем работать, будем стараться брать и эту часть, и эту часть. Потому что всегда интересно мне как автору, да, там, как режиссеру, раскрыть позицию самого автора, там, может быть, сценариста, да, там, может быть, свою позицию, и показать его, скажем, с разных сторон. С разных сторон, и сделать некую форму противоречия. Я люблю играть противоречиями, я люблю, чтобы зрители задумывались. Вот. И ранее у меня фильмы были чисто коммерческие. До 2019 года, еще раз повторюсь. После 2019 года, после фильма «Бордо», после фильма «Стальные ветра» я вошел во вкус именно авторской тематики. Мгм. Мне это очень нравится. Вот. И в дальнейшем, в будущем, надеюсь, мы будем выпускать фильмы не просто коммерческие, а чтобы люди черпали какую-то информацию, задумывались, сидя за чашкой чая там, с друзьями, с людьми, которые посмотрели этот фильм, поразмышляли над чем-то. Вот такие вещи мне очень нравятся сейчас, в последнее время. Вот по поводу сценариев хотела спросить. Насколько я знаю, 90% сценариев написаны на русском языке, но фильмы при этом на тувинском. Это Это раньше, специально? да, еще раз повторюсь, это было до 2019 года, скажем так, до содружества с Виталием Анатольевичем Петровым, с нашим продюсером. Я писал, сам я люблю читать на русском языке. На тувинском я читаю, но мне удобно писать все-таки на русском. Вот, я напишу сценарий, например, на русском писал, отдаю актерам, ребята читают, и на свой лад, на свой язык и текст они переводят его на тувинский язык. Вот так вот раньше выходило. Сейчас у нас ситуация другая. Если тувинский текст, то мы работаем над текстом, мы даем его лингвистам, где-то работаем. И вот, допустим, в «Стальных ветрах» шаман говорит на тувинском языке, это все литературный текст, ну, как бы не литературный в плане самого слова, а мы с лингвистами обсуждали, мог ли на тувинском языке говорить человек вот такие слова. И поэтому Ага, вау. шаман говорил на том языке, на котором говорил в начале 20 века. Вот для нас тоже была такая серьезная работа. Думаю, буду в дальнейшем придерживаться вот такого же формата, что если тувинский даже язык, это все равно будут работать профессионалы, лингвисты, которые будут понимать текст, речь, вот, и все будет в таком направлении, думаю, работать. Хорошо. Некоторые издания сравнивали тебя с режиссером Михалковым. Тебе приятно такое сравнение или наоборот это, ну, как бы не хотелось бы, чтобы такие вещи происходили? Нет, Михалков это на самом деле гениальный режиссер. Да, согласна. Да, это очень хороший режиссер, он обладатель многих премий, высших премий. И то, что с ним сравнивают, я считаю, что это неуместно, потому что я новичок, все только начинается, а там такой мэтр, как Михалков. Это невозможно. Мастодонт. Да, то есть это невозможное сравнение, поэтому те, кто так сравнивают, там где-то писали эту информацию, я где-то читал, да, «Русский репортер», по-моему, называется. Там они сравнили, я считаю, что это было неправильное сравнение. Я хотел передать автору, но автора я так и не нашел, в общем. Это не так. Я не считаю, что меня можно сравнивать с Михалковым, да, там, с таким мэтром. Ну, я диплом только начинаю получать. А вообще вот эта тема, что тебя с кем-то сравнивают, она приемлема для тебя? Как ты к этому относишься? Не знаю.
сколько голов, столько и мнений. Да, там. 7 миллиардов населения могут сказать 7 миллиардов разных точек зрения. Поэтому я не могу отвечать за чье-либо мнение там, и говорить, что давай думай так или так, думай вот так. Ну, как хотят, так и говорят. Я сам себя ни с кем не сравниваю. Живу, как живу. Если фильм нравится, я выпускаю фильм, обсуждаем, работаем и идем в своем направлении. Я себя ни с кем не сравниваю. Изначально ты получал специальность в Москве, учился, получал специальность политолога, да? Не политолог, кафедра общественных движений и политических партий. То есть, да, нашим языком брать это политолог, можно так сказать. Историк-политолог. Почему ты туда не пошел, в эту сферу развиваться? В 2006 году, когда я закончил МГУ имени Ломоносова, кафедра исторического факультета, то есть исторического факультета, кафедра политологии, ну, как бы общественных движений политических партий, мне казалось, что я буду политиком. Я тогда мечтал, что буду связывать свою жизнь с политикой, партийной деятельностью, буду активно в этой направлении работать. Потом что-то в какой-то момент я задумался вообще, это ли мое или нет. Вот, не знаю, начал читать, как достигать мечты, что такое мечта, начал задумываться. Человек один раз живет, стоит ли так жить или не стоит так вот жить. Просто взял, однажды купил камеру, снимал своих друзей, близких, родственников, и что-то мне поперло. Мне что-то понравилось снимать, потом сидеть монтировать, музыку накладывать. Это все прям пошло-поехало, и как-то вот так вот, не знаю, все это университет закончил, а потом начал задаваться вопросами. Куча вопросов. Раз уж мы с тобой заговорили про мечты, я не могу тебя не спросить, о чем ты мечтаешь сейчас? Я мечтаю, чтобы был мир на земле, на самом деле. Я мечтаю, чтобы все люди жили счастливо, чтобы все люди были добрыми. Вот. Я хочу, чтобы все люди осознали, что человеческая жизнь, она очень дорога, что каждый человек – это драгоценность. Жизнь каждого человека, она драгоценна. И нет ничего дороже их жизни. Нет ничего того, чтобы разменять какие-то финансовые средства. Вообще вот, жизнь каждого человека дороже всего, что есть в этом мире. Вот каждого человека. Вот, независимо от его статуса, независимо кто он, там, то ли он бомж, то ли он там, я не знаю, там, владыка чего-то. Все они, у всех жизнь драгоценна. Вот. И я хотел бы, чтобы все в мире, каждый человек это осознал. Вот каждый человек. И все жили дружно и счастливо. Вот это моя мечта, на самом деле. Кино придет, уйдет. Все остальное придет, уйдет. А осознание людей о том, что должно быть, добро должно победить, мне кажется, у всех должно быть в сознании. Все должны быть добрыми. Вот скажи, как снять такое кино, как раз-таки, чтобы оно не пришло-ушло, а чтобы оно было актуально для многих поколений, чтобы оно было актуально десятки лет? Не знаю, я пока таких кино не снимал. Но мне кажется, чтобы оставить след в истории мирового кино, нужно интересоваться всем. Интересоваться, задавать вопросы, глубже капать, имеется в виду глубже мыслить. Конечно, многие меня до сих пор сравнивают с теми фильмами, которые я выпускал раньше, до 2019 года. Хотел бы сказать, что я уже не такой. Люди растут, сознание растет, осознавание углубляется вот, с возрастом.
Те люди, которые говорили, что Ролан такой-сякой, выпускает вот такие фильмы, и там все комедии смешное, там так вот. Не знаю. Чтобы оставить след истории, надо, мне кажется, выпускать фильмы, которые будут затрагивать глубоко-глубоко в душу, в сознание человека, где он задумается, затронуть такие струны, которые, от которых люди начнут переживать. Вот. Переживать, будут задавать вопросы, а может быть так на самом деле, а может быть вот так. А вот автор что говорит? Они могут соглашаться с автором или не соглашаться. Главное поднимать эти вопросы, которые таятся внутри человека. Вот тогда, что бы ни менялось в этом мире, вот с древних времен, с первобытного общества, да, там вот эти древние общества, там древнеримское общество, там древнегреческое общество, вот эти все общества, которые жили, чтобы как бы форма не менялась, а внутреннее состояние у всех остается тем же самым. Они радуются, огорчаются. Когда их обижают, они, не знаю, огорчаются. Да, там. Когда их радуют, когда их смешат, они смеются. Это все осталось с древнейших времен по наше время. Вот. Человеческие внутренние струны, они остались тем же самым. Поэтому фильмы, которые затрагивают глубокие струны человека, чувства человека, вот они всегда остаются на многие тысячелетия, мне кажется. Ну, то есть вот эти вот на многие столетия спектаклей раньше, которые ставили вот эти вот древние греки, вот, они до сих пор актуальны, до сих пор такие, ну, люди думают там, да, вот, писатели, драматурги, там, Шекспир, не Шекспир, там, вот эти все многие люди, которые выпускают это все, писали, они же затрагивают те же самые темы, как бы форма все это не менялась, внешняя форма, то внутреннее состояние остается тем же самым, и поэтому людям всегда будет интересно задавать эти вопросы. Поэтому чем глубже мы будем затрагивать струны человеческой души, тем на долгие века остается и фильм, и это проект. А самого фильма производства, да, там кинопроизводства, оно 100 лет, вот, 100 с копейками. Да, там. Всего лишь. Да, всего лишь 100 лет. А вот драма, система драмы, да, там, это все уже несколько веков существует. Почему оно существует, там, начиная с Аристотеля, который сформировал эту всю систему воззрения, да, там, систему показа, всю вот эту драматургию, все вот это уже многие столетия существует, и люди до сих пор смотрят вот, Гомера, короче, читают, да, там, это все затрагивает одно и то же. Вот. И чем глубже ты затрагиваешь эти темы, тем дольше она будет существовать в культурно-массовой сфере. Угу. Что, вот скажи, пожалуйста, сейчас с этой школой, которую вы запускали в 2012 году, «Хамелеон», школа киноискусства, она существует, не существует, закрылась, что случилось? Да, она закрылась давно, как бы. Кстати, там были ребята, которые сейчас уже стали довольно именитые. Вот, к сожалению, мы закрыли. К сожалению, вот, на самом деле, к сожалению, мы закрыли вот, в 2012 году, потому что был кризис не в плане финансовый, а в плане такой творческий, моральный. Да, и мы, в общем, задались вопросом, может, отдохнем? Может, отдохнем, потому что много чего сделали. И там были такие ребята, как сестры Айжи, вот, которые выступали в вот этих концертах. Да. Сейчас уже именитые звезды, они тогда приходили в кружок, учились у нас, интересно было. Потом Доюр был, да, вот сейчас солист национального оркестра. В общем, работает сейчас уже известная личность. Вот. Также там был Тензин Хобига. Вот. Парень, фильм сняли с ним. Парнишка в 6 классе был. Фильм сняли «Байырлык».
после чего он сейчас стал очень известным, популярным. Сейчас он известный певец, на сцене поет, и меня очень много задают вопросов. Ролан, там, Байрлы, когда ты будешь выпускать вторую часть? Я говорю, я не автор этого фильма, вот, но я как режиссер поработал, сняли такой замечательный проект. Вот, автор другая девушка, Сайлык Шулумадр. Вот, все вопросы к ней. Она говорит, пусть сам Тензин Хобига решает, выпускать ли вторую часть этого фильма. Фильм, на самом деле, очень популярный был. До сих пор люди помнят фильм «Байрлы». Социальная драма, на самом деле. Со второй части я бы поработал. Но пока все под таким вопросом непонятным. Кто, с чего, как. А мы там задали вопрос. Выпустили такой маленький... Когда фильм закончился, выпустили маленькое такое наложение, скажем, да, там девушка, парень, и такую интригу оставили, продолжение следует. Вот. Поэтому у нас это все преследует, пишут, там, спрашивают, когда будет. Когда, да, уже много лет прошло, смотрите, с 2011 года, с 2012 года уже сколько, 11 лет прошло. Ребята уже все подросли, Тензин Хобига, ну, уже дети, жена, там уже известный артист эстрадный, поет на сцене. Если режиссер долго не снимает, вот ты говоришь, был такой момент, когда захотелось остановиться, сделать паузу, такой творческий кризис, да. Вот если это творческий кризис, он слишком затягивается, ты долго не снимаешь, как это влияет впоследствии потом на творчество или не влияет? Я считаю, что влияет позитивно. Почему? Потому что человек переоценивает, пересматривает, много чего заставляет его переоценить. И, на мой взгляд, это должно быть для каждого творческого человека. Вот. Для каждого творческого человека не обязательно там как продлилось, как у меня, там 4-5 лет, да, нет, там 1 год, может быть, полгода, может быть, там, не знаю, 1,5 года, да, там, чтобы человек переоценил. Что-то внутри, когда растет, что-то меняется, человеку нужно время. Вот, у меня это затянулось на 5 лет. Вот. И мне показалось, что пора уже выпускать более такие серьезные вещи. Благодаря Виталию, моему товарищу, Виталию Петрову, он мне помог в этом. Помог переоценить, что-то задать новое, что-то сделать так, чтобы люди задумались. В общем говоря, для творческого человека это полезно. И в плане работы это новая веха в его развитии. Вот, по крайней мере, в моем это было точно. И эти фильмы, которые сейчас я выпускаю, они смотрятся уже с другого ракурса. Это уже не то, что мы выпускали хихи-ха-ха, да, там. Это уже нечто, мне кажется, для меня более-менее серьезное. А как другие это оценивают, это уже их точка зрения. И заключительный вопрос нашего интервью. Ролан, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что такое любовь? Любовь это, на мой взгляд, это не те эмоции, которые мы путаем с привязанностью. Привязанность и, скажем, эмоциональная какая-то заинтересованность, любопытство – это не любовь, мне кажется. Любовь – это, оно должно строиться. Не обязательно, когда ты любишь человека, да, там, если мы говорим о любви между мужчиной и женщиной, не обязательно любовь должна быть ответной. Мне кажется, любовь строят. Любовь не берут прям вот, хватай. Нет. Любовь строят. Вот. Поначалу, может быть, у людей какая-то там, я не знаю, какое-то любопытство, там, я не знаю, там, общение какое-то идет, они узнают друг друга, строят по кирпичику взаимоотношения. Вот такая любовь, мне кажется, она на века, надолго. Когда они постепенно друг друга узнают, где-то, может быть, ссорятся, где-то, может быть, там
познают друг друга. А когда на эмоциях, да, там, я люблю там ее, там, или она любит там меня, там, вот это все, скажем так, не знаю, как назвать, это не то, что глубоко, это что-то на поверхности. Любовь строится, любовь надо строить как дом. Фундамент должен быть, потом стены должны быть, там, крыша должна быть, там, окна должны быть, там, двери должны быть, все, что внутри, отделка должна быть, там, все это строится постепенно, там, по кирпичику. Вот. Они должны, если мы говорим о любви между молодым человеком и девушкой, они должны постепенно друг друга узнавать. Где-то там, может быть, ссорятся, где-то там, я не знаю, там кто-то другого узнает. Постепенно вот так вот строят. И в конце концов, вот тогда они уже, вот тогда, когда они уже много лет друг друга познают, вот это, я считаю, серьезной любовью. А все связано с мимолетными какими-то чувствами. Если они дальше, мимолетное чувство пришло, они друг другу понравились, и какая-то эмоциональная связь произошла, то это тоже, если они начинают строить потом, постепенно друг друга узнают все ближе с пониманием всего этого процесса, то, мне кажется, да, тоже у них постепенно превращается в настоящую любовь. А когда у них на эмоциональном уровне они там соединились, начали общаться, потом ругань какая-то, первая, вторая, третья, потом они друг друга не понимают, расходятся, это была просто что-то мимолетное. Это не любовь, это было любопытство, можно так назвать, на мой взгляд. Я не претендую на мнение последней инстанции. Я говорю о том, что о взаимоотношениях. Любовь – это взаимоотношения. Так, любовь бывает разной. Любовь родителей – это безукоризненная любовь. Даже если родители неправильно поступали, может быть, они как-то били их в детстве, чем бы они ни занимались, да, плохим по отношению к детям, к своим детям, дети должны их любить. Дети должны их любить. Потому что если бы не они бы не родились в этом мире. Поэтому я считаю, что бывают люди такие: я ненавижу своего отца, ненавижу свою маму, потому что они меня бросили, потому что они вот так вот. Да, это на эмоциональном уровне они могут так вот принять решение, что они их ненавидят. Но на самом деле внутри, глубоко в сердце, они должны их любить. Они должны их ценить. Какими они ни были, они их родили в этом мире, в этом замечательном мире, в котором мы живем. В общем, где есть животные, где есть люди, где есть вообще как бы вся эта цивилизация. Если бы не родители, они бы этого всего не увидели. Да, я понимаю, что, может быть, это какая-то форма несчастной жизни, там все вот это, но они подарили им жизнь. Вот. Только благодаря этому да, обязаны их любить. Вот такая любовь. Есть любовь между друзьями, да, там. Каждая любовь – это строительство чувств. Это строительство. Это как, я все равно это люблю сравнивать это как со строительством. Вот каждая любовь между друзьями, она тоже строится. Любовь между молодыми тоже строится. Любовь детей к родителям, она тоже строится с осознавания человека. Единственная любовь, безукоризненная любовь, это любовь родителей к детям. Она не строится. Она внутри матери появился плод, она уже любит, без всякого разного такого строительства она родила, и вот так вот живут, и вот эта любовь, она безукоризненная. Остальная любовь, там, даже между братьями и сестрами, все это строится. Все строится по кирпичику, и никогда нельзя торопить, никогда нельзя форсировать, вот, на мой взгляд. Как-то вот так вот. Супер, спасибо большое.